Гвоздем состязательной программы любых кавказских игр является борьба на поясах, одним из древнейших видов спорта на планете. Об этом единоборстве и пойдет речь в нашей передаче. Ареал этого боевого спорта охватывает практически весь наш континент. И когда-то о нем писал еще сам Авиценна. А теперь обо всем по порядку и подробно. Борьба на поясах настолько древнее явление, что ее изображения находят на скальных рисунках, которые были созданы более 6000 лет тому назад, практически на всех континентах. Специалисты находили рисунки в Центральной Америке, Африке, Европе, Азии. Возле Багдада в 1938 году была найдена бронзовая статуэтка двух борцов на поясах. О тысячелетней истории борьбы также свидетельствуют ценнейшие памятники искусства восточной группы кочевников 3 и 1 веков до нашей эры. Поэтому те выступления, которые мы видим сегодня, это мастерство, дошедшее до нас от далеких предков. В большей степени этот вид борьбы сохранили кочевые народы. Для ведения боя на коне борьба на поясах незаменима, ведь это самый простой способ выкинуть соперника из седла. Но сейчас борьба на поясах получила новый виток развития. В условиях современных реалий этот стиль борьбы трансформировался в праздничные состязания. Во время народных гуляний в Сабантуях борьба на поясах является гвоздем национальных праздничных программ. Началось же возрождение этого вида спорта с создания Всероссийской Федерации борьбы на поясах в 2003 году. Она была популярна у многих народов, но всех их надо было объединить и организовать, ведь без проведения официальных чемпионатов и соревнований спорт не может развиваться успешно. Судя по тому, каких результатов достигла борьба на поясах в своем развитии всего за 16 лет, у нее большое будущее. Для гостей и жителей Северного Кавказа увидеть своими глазами захватывающие поединки борцов на поясах возможно во время проведения Кавказских игр. Мы с вами сейчас наблюдаем за тренировкой, которая проходит в зале вольной борьбы и борьбы на поясах на базе ФОКа города Малгобек. Зал оснащен разнообразными тренажерами и отвечает современным требованиям для проведения учебно-тренировочного процесса. Здесь имеются 2 борцовских ковра, необходимое оборудование и инвентарь для занятий по специализациям вольная борьба и борьба на поясах. Хотя этот вид борьбы в настоящее время не столь популярен, как остальные, но число его поклонников растет с каждым годом. Возможно, это происходит из-за его новизны. Хотя тут можно говорить о том, что все новое – это хорошо забытое старое, а возможно из-за простоты правил и зрелищности борьбы на поясах. Этот стиль борьбы находится у нас в республике на начальном этапе, можно так сказать. С появлением этих кавказских игр только тогда начался культивироваться у нас этот вид спорта. Так-то он развит в Карачаево-Черкесии с давних пор. Татарстан, Башкирия, у них они с прошлого века, как говорится, культивируют этот вид спорта. За это время насколько выросла популярность этого вида спорта? Чтобы акцент был чисто на борьбе на поясах, такого у нас в республике нету. Это борцы вольного, классического стиля, дзюдоисты, самбисты. Мы все, как говорится, объединяемся, так находим людей, чтобы выехать на соревнования, в частности, на Кавказские игры, отбор. В чем основное отличие этого стиля борьбы? Основное отличие этого стиля – это от других видов борьбы, это захват пояса. Там вся борьба идет с захвата пояса. И бросковый вид спорта. Сам больше всего, наверное, бросков там, в этом виде спорта происходит. Как вы расцениваете свои шансы на победу в предстоящих Кавказских играх? Мы выйдем полным составом, поборемся, ребята настроены выиграть.
А так ковер покажет, как говорят борцы. Ну, я хотел бы сказать нашей молодежи, чтобы они больше времени посещали спортзалы. Здоровая нация – это то, что надо, как говорится. У нас во всей республике есть залы. Там не важно, какой вид спорта. Какому виду сердце лежит, туда и надо пахать, работать. Борьба на поясах представляет из себя поединок, где два соперника, взявшись за пояса, стараются повалить противника на спину, предварительно оторвав его от земли. Профессиональные схватки длятся до 4-5 минут. До начала схватки борцы становятся в стойку, обхватив друг друга и взявшись за пояс другого участника. Основной смысл борьбы на поясах заключается в том, чтобы бросить соперника на лопатки. За это присуждается чистая победа. Удары, наступания на ноги или разговоры между участниками запрещены и могут привести к удалению с ковра недисциплинированного борца. Если же в течение схватки никому не зачислилась чистая победа или же не было дисквалификации, то победитель определяется по преимуществу в баллах. Чистая победа – это когда противник оказывается на спине. Разновидности единоборства, когда соперники сражались, держа друг друга за пояс, полотенце или ремень, не меньше 3000 лет. У каждого народа этот вид борьбы имел свои особенности. Причина такой широкой распространенности лежит на поверхности. Как описывалось ранее, в древности одним из важных элементов конной атаки было умение выкидывать противника из седла. Этот элемент боевой подготовки воинов многих армий от востока до запада тщательно отрабатывался на тренировках, где для имитации конного боя использовали пояс, поэтому в нем и совершенствовались многие народы. Затем было принято решение объединить все виды единоборств на поясах и создать единую правилу борьбы на поясах. Многие известные в прошлом борцы классического вольного стиля работают над развитием и популяризацией борьбы на поясах. Борьба на поясах как раз и должна являться одним из символов мультикультурности, обогащать разные народы, живущие в России, и способствовать дружбе и взаимопониманию между ними. Адам Даурбеков давно принимает участие в соревнованиях различных видов единоборств, но борьба на поясах имеет свои тонкости, поэтому полезно пообщаться и узнать детали у него самого. Да, я уже 5 лет выступаю на Кавказские игры. А так я по вольной борьбе, в стиле вольная борьба. И выступаю там чисто для опыта, набирать опыт соревновательный. Сейчас над чем ведется работа? Сейчас мы готовимся на Кавказские игры. Там слабых бойцов не бывает, сильная конкуренция. И усердно надо тренироваться, выкладываться. В чем плюсы и минусы борьбы на поясах по сравнению с другими стилями? Вот отличие – это борьба, вольной борьбы на поясах. Там чисто пояса держишь, и нельзя там отпускать пояса, и оттуда борьба. И чисто броски там бывают. А что сложнее? Какие поединки сложнее? Вольного стиля или на поясах все-таки? По вольной сложнее, конечно. Здесь разная борьба. Там на поясах держишь только пояса, и приходится броски, чисто на броски. Адам, с какими словами ты мог бы обратиться к нашим телезрителям? Я желаю нашим поколениям занимались спортом, вели здоровый образ жизни и болели за наших ребят. Борьба на поясах уже долгое время остается в тени других видов спорта и организаций. Удастся ли перезагрузка, станет известно лишь со временем. Стоит полагать, что когда эта работа успешно завершится, борьба на поясах выйдет на новый уровень своей популярности. В ФИЛА существует Всемирный комитет традиционных видов борьбы, созданный в 2007 году. Сейчас в мире есть необходимость создания и развития национальных культур и видов борьбы. Эти начинания поддерживают и ЮНЕСКО, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Один из партнеров ФИЛА, располагающаяся в России Международная федерация национальной спортивной борьбы Татар-Чакуреш.
В процессе современных преобразований в нашей стране необычайно актуализируется проблема воспитания человека, особенно подрастающего поколения, как высшей ценности общества при использовании воспитательного потенциала и культурного наследия для подрастающего поколения в области физического воспитания. Я занимаюсь борьбой, потому что она делает человека мускулистым, чтобы этот человек защищал свои семьи, чтобы родных, братьев, сестер защищал этот человек, чтобы он был добрым. Борьба нужна всем, чтобы все могли бороться так хорошо, чтобы все были олимпийскими чемпионами, чтобы надо вырастать борьбой, потому что если ты будешь хорошо учиться в борьбе, ты можешь стать олимпийским чемпионом, и сильнее тебя никто не может быть. Ты сам занимался когда-нибудь борьбой на поясах? Я, конечно, не занимался борьбой на поясах, но если бы это было возможно, я бы попробовал побороться. Это очень хорошая борьба. Это борьба на поясах, тоже борьба, но только с поясами. И она очень сильная, как и другая борьба. Сейчас наши борцы готовятся к Кавказским играм. Я хочу им пожелать удачи, чтобы они выиграли первое место, чтобы они были сильными, чтобы они привезли первые места в Ингушетию, чтобы мы их увидели, чтобы они были счастливы тем, что они выиграли эти места, и чтобы чтобы все люди занимались борьбой, и чтобы у них было такое же счастье, как и тех борцов, которые поехали на эти игры. Я тоже хочу поехать на эти Кавказские игры, и для этого я буду заниматься каждый день. Но моя самая любимая мечта – это стать олимпийским чемпионом. Одним из символов любого фестиваля культуры и спорта народов Кавказа является состязание по борьбе на поясах. Как вид спорта борьба на поясах очень молода, и за ее развитием интересно следить. Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа в этом году пройдет в Чечне. Спортивный праздник, ставший визитной карточкой нашего региона, проведут в 9-й раз. Для регионов Кавказа он придает импульс развития культуры, спорта, молодежи и дружбы народов. Современный этап развития борьбы на поясах исчисляется начиная с 2002 года, а в России этот вид единоборства появился в 2003. По этому зрелищному виду спорта проводятся ежегодно первенства и чемпионаты мира, Европы и Евразии. Ну а главной ареной для борьбы на поясах на Северном Кавказе является фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, который мы все ждем с нетерпением и уверены в победе наших ингушских борцов.